Уважаемые господа, мы благодарим вас за то, что вы приняли наше приглашение. Вы все понимаете, что в обществе сегодня очень тревожное состояние, обеспокоенность общественности, она не может не быть прочувствованной нами. Мы понимаем это хорошо, мы сами часть этого общества. И по инициативе политической партии Амцахара и новой общественной организации «Женщины в политике» сегодня мы решили провести этот круглый стол. Проблема, связанная с текстом или с проектом нового договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, сегодня самая обсуждаемая. Очень много эмоций, но помимо эмоций за последнюю, можно сказать, неделю в прессе, в средствах массовой информации в целом появились разные оценки, мнения, высказывания, подходы. Порой они диаметрально противоположные. Очень хотелось бы, чтобы сегодня прозвучали трезвые оценки, и при этом мне кажется, что бояться искренних таких эмоций тоже не надо. Мы что-то в последнее время людям стали запрещать эмоционально говорить то, что у них на душе наболело. Это совершенно несправедливо, но в то же время я считаю, что, видимо, задача нашего круглого стола, мне так кажется, заключается в том, чтобы от нас был определенный полезный посыл. В конце концов, новая власть, которая, будучи в оппозиции, говорила об этом очень много, она сама должна сделать свои первые шаги в своей деятельности, как раз-таки опираясь и на мнение экспертного сообщества в таких очень сложных проблемах, где нужны очень профессиональные знания, опираться на мнение общественности, народа и так далее. И не учитывая все это, заранее объявлять, что новый договор все равно будет подписан, я считаю, что это совершенно неправильно. И многое, что произойдет в нашей жизни в ближайшее время, в будущем, как бы это сложно ни было, мне кажется, находится в наших руках и зависит от нас. Разговор на тему, что несет нам новый договор, в чем ее суть, каковы могут быть последствия, означает ли это переформатирование наших взаимоотношений с Россией в направлении сужения нашего суверенитета. Это то, что особенно беспокоит людей. Мы об этом сегодня с вами и поговорим. Но я хочу предоставить слово Анне Михайловичу Джергене. Предполагаемый проект, который мы, видимо, будем сегодня обсуждать, появился не случайно и не вдруг. Его появление было вполне ожидаемым. Еще весной этого года представители Российской Федерации вбросили в абхазское общество идею о необходимости изменения или подготовки новых документов, нового соглашения, которые бы усилили и укрепили интеграцию между Абхазией и Россией. Эта идея была очень быстро подхвачена у нас здесь в Абхазии. И очень многие, которые даже не знали, о чем конкретно будет идти речь, начали обсуждение, говорили о необходимости этого протокола, нового договора. И заранее уже говорили, что без этого ничего у нас дальше не пойдет. Люди не знали, и поэтому очень трудно говорить, почему они поспешно так говорили, что необходимо готовить новый договор. Вы, наверное, многие здесь из присутствующих знают, что представители России здесь ходили с какими-то некими проектами и так далее, показывали, не скрою, и я тоже видел эти проекты. Я видел два документа, не документа, а два текста точнее. Один я посмотрел, он
с правовой точки зрения был вообще неграмотно, и технически, и по содержанию неправильно сделан. А второй, я бы сказал, я не хочу какие-то резкие слова говорить, но он был, я даже не знаю, как сказать, явно неприемлем. Явно неприемлем, потому что речь шла фактически об изменении статуса Абхазии. Ну, потом вы помните, что по ходу этих обсуждений возникла и идея ассоциированных отношений, тоже по-разному высказывались. Но я могу сразу сказать, что я и тогда, и сейчас поддерживаю, потому что главные принципы, которые предусматривают ассоциированные отношения, это что Россия, большая страна, является гарантом независимости Абхазии. И второе. Полная независимость в решении внутренних вопросов государства. Вот две основные идеи, которые... Варианты могут разные. И в мире очень много разных вариантов. Но вот в своем последнем, что ли, интервью, связанном с этой проблемой, я сказал, это надо обсудить. Речь не в названии, можно и по-другому как-то назвать. Но главное обсудить, выяснить мнение народа, общественности, а потом уже решать, как дальше строить эти отношения. После этого, значит, мы все слышали, что вот работа идет. Кстати, как мне кажется, как мне представляется, исполнительная власть, и новая исполнительная власть, и старая, когда шла речь о работе над этим проектом, как я понимаю, она должна была подключиться к этой работе. Я думаю, никаких проблем не было бы подключиться к этой работе и подготовить совместный проект, если в этом есть необходимость. Потому что я несколько раз высказывался и по поводу нового, я говорил так, что для того, чтобы готовить новое соглашение или новый договор, нужно проинвентаризировать все соглашения, которые у нас есть. Посмотреть, как они работают. Посмотреть, что там не хватает. Посмотреть и решить, что надо изменить. Действительно, жизнь меняется, прошло сколько-то, с 2008 года, 6 лет. Возможно, какие-то положения или что-то надо было менять. Но сказали, что это надо очень срочно делать. Вы все видите эти заявления, что до конца года обязательно это надо решить. Понимаете, связывают это с изменением геополитической обстановки. Если так грубо сказать, какое отношение имеет изменение геополитических отношений, взаимоотношений Украины, России, еще с преподаванием абхазского языка в абхазских школах и другого, истории, географии. Хотя, вы знаете, все по прессе, что в России не совсем будут разобраться, где, что и как преподавать. А мы уже, хотим обязательные какие-то стандарты вводить, связанные с Россией и так далее. У меня такое впечатление, если говорить в целом о характере этого документа, первая часть, связана с оборонной политикой, с внешней политикой, она, в принципе, подлежит, может быть, и обсуждению какому-то. Но надо посмотреть, что нужно добавить к соглашению 2008 года. Потому что принципиальные положения, они заложены в этом договоре. У меня такое впечатление, что первая часть, она гарнир для того, чтобы как-то связать с тем, что будет сказано в дальнейшем. Потому что если, с правовой точки зрения, характеризовать этот проект, то я бы так его авторизовал. Вообще, правовая техника требует, чтобы название документа соответствовало его содержанию. И в документе, в проекте должны быть четко определены субъекты и круг взаимоотношений, который будет регулироваться этим документом. Если дать общую характеристику этому документу, я бы его охарактеризовал как проект договора о предоставлении органам управления Российской Федерации возможности совместно управлять с внутренней жизнью Республики Абхазия.
Вот принципиально мое такое отношение к этому документу. Второе. Значит, фактически, этот документ такой вроде бы отсылочный. Потому что, вы, наверное, все читали. Значит, вот вторая статья. Достижение цели настоящего договора осуществляется поэтапно, с учетом приоритета решения экономических и социальных вопросов. Конкретные этапы реализации договора, порядок и источники финансового обеспечения, мероприятия и сроки их исполнения устанавливаются отдельными соглашениями, которые договаривающиеся стороны заключают по указанным в настоящем договоре направлениям развития сотрудничества, интеграции и партнерства. То есть фактически мы конкретно не знаем, о чем речь идет. И нам предлагают подписать кота в мешке. Мы не знаем, что будет дальше за этим. Второе, вот, чтобы я... Значит, вот появляется... Вот я, кстати, вот и разъяснение вчера получили, я тоже вот смотрел. Вот, видимо, из управления внутренних дел, и там, как оно называется, России прислали. Вот. Значит, предполагается создание уполномоченных органов. Ну, вот здесь в разъяснении написано, что уполномоченными органами будут профильные министерства. Значит, возникает вопрос. Ну, во-первых, какую роль, какая компетенция, какие проблемы будет вот, контролировать и решать вот это министерство, профильное или уполномоченный орган и так далее. Как будут приниматься решения? Что произойдет, если вдруг стороны не придут к согласию? Тогда как надо это будет решать? Кто будет это решать? То есть, по идее, наверное, раз мы говорим о равноправии, эти органы, или как они там называются, должны быть на паритетных началах. А раз паритетные начала, значит, решение не принимается. Вот. Получается, что в итоге мы не можем без согласия, допустим, уполномоченного органа Российской Федерации принимать то или иное решение. Ну, теперь, вот если говорить об оборонной и внешней политике, в принципе, здесь, в общем-то, в основном подтверждаются вот эти положения соглашения 2008 года. Единственное, появляется эта идея объединенной военной группы ОГВ. Вот. Ну, в принципе, этот вопрос обсуждаемый. И можно, не знаю, какую-то роль сыграли мои разговоры с представителями России. Я тоже когда-то, потому что тот проект, который я видел, в нем было написано или закреплено, вообще предлагалось упразднить наши силовые структуры. Понимаете, когда я разговариваю с представителями России, я стараюсь быть очень осторожным. Потому что независимо ни от чего, а я это, как говорится, не по рассказам знаю, что какую роль Россия играла в становлении нашего государства. Без помощи России мы ничего не могли сделать. Не было бы у нас государства без помощи России. И в дальнейшем мы тоже, наверное, без хороших, добрых, разумных взаимоотношений с Россией мы не сможем дальше развиваться. Но мы должны решить для себя, какое государство мы создаем. Абхазское государство или какой-то гибрид. То ли суверенное государство, то ли часть России. Для себя мы должны знать. И народу надо сказать. Что мы собираемся делать. Пусть народ решает. Пусть народ решает. Теперь я когда говорил о позиции исполнительной власти, во-первых, я еще раз повторяю, надо было обязательно включиться в работу над этим проектом. На стадии его разработки. Когда же пришел этот проект, не надо было вот так, как диспетчеру, пересылать дальше в парламент. В такой ситуации, наверное,
правильно было бы создать совместную тогда рабочую группу парламента и исполнительной власти и рассматривать эти проблемы вместе. А то получается, как бы исполнительная власть как бы сторонний наблюдатель. Вот. В то же время, вот здесь вот я смотрю, есть несколько заявлений, когда руководство республики заявляет, что они к концу этого года обязательно подпишут там соглашение, документ или сделают то, что нужно. Ну как можно вот решать сразу, потому что, да, есть исполнительная власть, но есть еще и законодательная власть. Поддержит это решение, не поддержит это решение. Вот. Потом, я не знаю, принимал кто-то от исполнительной власти в разработке этого проекта или не принимал. Вот если не принимал, тогда того еще хуже. Значит, уже давали согласие на подписание документа, которого не знаю. Так что ли получается? Трудно мне сказать. Вот. Потому что я не знаю. Официальных заявлений о том, что представители исполнительной власти или представители Абхазии какую-то роль в подготовке этих документов играли, я не знаю. Может есть, но я не знаю. Поэтому даже если вот посмотрели, вот, ну есть, допустим, какие-то явно кричащие вещи, вот и сразу вот при наличии таких кричащих вещей говорить о том, что ты обязательно это подпишешь в конце года и так далее. Ну, не знаю, насколько это правомерно. Теперь вот, когда я говорю вот о распределении, вернее, о передаче ряда функций республики, функций управления Республики Абхазия в совместное ведение, это вот проявляется в конкретных положениях. Вот. Первое положение, это вот непонятно что, вот, это совместный координационный центр по борьбе с преступностью. Что это такое? И там написано, что там сроки, потом это будет в дальнейшем. Значит, мы уже заранее подписываем о создании этого органа. А что он из себя представляет, мы не знаем. И потом, там вот я смотрел, здесь вот в разъяснениях написано, что, значит, Абхазия оставляют, значит, следствие, розыск, следствие, розыск, все. Но главное, что уходит от Абхазии, это оперативная работа. То есть органы внутренних дел, они отличаются от всех других органов управления государством тем, что они, вот, у них есть еще одна сторона, это оперативная работа. Это оперативная работа, связь с населением, агентура, прочее. Вот здесь непонятно, кто этим будет заниматься. Потом, значит, вот получается так, что мы, ну, в данном случае вот, сторона, подписывающая этот документ от Республики Абхазия, берет на себя обязательства, там, повышение зарплаты, вот, там, всякие совместные стандарты и так далее. Вот. Ну, во-первых, когда, и видно, что финансирование всего этого будет производить Россия. И вот здесь вот, наверное, кто-то смотрел, написано, что мы должны контролировать. Россия говорит, раз мы деньги даем, мы должны знать, куда идут деньги. То есть фактически расходование этих денег без ведома России мы уже не можем. Фактически Россия берет нас на содержание. Вот. Более бы правильно было, если уж говорить, да, о заключении, там, о интеграции и так далее, вот, в первую очередь, да, нам надо избавиться от, я неоднократно это говорил и писал, вот, от иждивенческих настроений. До тех пор, пока мы будем с протянутой рукой стоять, вот, мы решать свои вопросы не сможем. Как развивать реальную экономику? И вот здесь надо как раз вспомнить, мы сейчас уже в таком состоянии довели себя, что мы не можем поднять экономику самостоятельно. Вот здесь надо с Россией решить этот вопрос, какую они помощь надо оказывать, и, возможно, какое-то совместное соглашение именно о комплексном развитии вот, экономики и хозяйства Республики Абхазия. Кстати, вот этот документ, да, вот так, в таком виде, на мой взгляд, подписывать нельзя, потому что вот
все это при подписании должны быть известны все конкретные соглашения, договоры, которые предполагает этот проект. Мы не знаем, я еще раз повторяю, мы не знаем, что мы будем подписывать, какие конкретно будут проблемы решать, и кто будет эти проблемы решать. Фактически получается, что мы лишаемся независимости решать свои внутренние проблемы. Очень оскорбительно здесь вот написано о пунктах пропуска на пограничных постах. Вы читали или нет? Вот. Получается, что нам не доверяют, что могут там быть и репатрианты, еще кто-то. Ну, читали вы, я сейчас не хочу это повторять. Вот. И получается, что нам не доверяют, поэтому мы сами на границе у себя контролировать не можем. Потом не совсем понятно, вот тоже, вот вроде бы пограничные войска предполагается, по крайней мере, увести с российско-абхазской границы, там перебросить их куда-то. Вот. А интересно, а вот с российской стороны будут пограничные войска? Я не знаю, по крайней мере, не сказано. Вот. Ну и когда вот речь идет о разработке совместных стандартов там, в образовательной системе, в народном образовании, я не знаю, вот. Получается, что мы самостоятельно ничего не можем решать. Мы самостоятельно, я еще раз говорю, главное, вот, на мой взгляд, соль это вот эти уполномоченные органы. Их компетенции. Порядок принятия решений. Вот. Как они будут взаимодействовать между собой, там, абхазские и российские. Не сказано здесь ничего. Вот. И подписывать вот такой документ, вот, моя точка зрения, прежде чем подписывать вот такого рода документ, я еще раз повторяю, надо взять соглашение 2008 года, посмотреть, вот, что там надо изменить. Что там надо изменить. Вот. После этого уже решать вопрос, надо этот договор, не надо этот договор подписывать. Но еще вот главное, что работа должна быть совместной, если уж речь идет о подготовке соглашения. Потому что вот те предварительные или черновые документы, которые мне показывали, вот они почти прямо говорили о том, что мы вот практически лишаемся своих дел. Там, я видел эти документы, я даже не стал их обсуждать. Вот. Этот проект, он в завуалированной форме, вот, фиксирует то, что предлагалось. Фиксирует то, что предлагалось. Получается, как говорится, не мытьем, так катанем. И вот здесь вот тоже вот оскорбительная такая ремарка, кто видел. Перевод с юридического на русский язык. Это значит перевод, ну я извиняюсь, не понимающим лопоухим, вот, и разъясняют, как это все должно быть. И в то же время вот, здесь ничего не понятно. Ничего не понятно. И вот здесь вот несколько раз вот подчеркивается, вот здесь большими даже буквами написано, выделено, это не наднациональные структуры. А какие это структуры, если ты без согласования с ними не можешь принимать решения? Если органы исполнительной власти Абхазии не могут принимать решения самостоятельно. Какие это структуры? Это вообще очень непонятное дело. Если говорить о вот, геополитической, да, составляющей, причинах вот, подписания такого документа, ну, наверное, она присутствует. Но тогда надо вычленить те проблемы, которые связаны с геополитической структурой, с геополитической ситуацией. Вычленить их и отдельно сделать соглашение. Вот. А вот все, что касается внутриабхазских дел,
Вот. Это надо оставить в покое, и это не трогать. Это не трогать. Понимаете, вот я смотрел и слушал там то, что говорят, вот все это с геополитикой связывает. И преподавание абхазского языка и все прочее связывает. Это вот напоминает, наверное, вот вы знаете эти сказки Хаджи Насреддина, когда он неугодные ему вещи всегда нежелание их выполнять оправдывал расположением звезд, плохим расположением звезд. Там его евнухом хотели сделать, ему это очень не нравилось, поэтому он говорил, звезды препятствуют этому. Вот здесь тоже примерно то же самое. Вот. Если речь идет об обороне, давайте отдельно это будем решать. Оставьте в покое вот все, что касается внутриабхазских дел. Ну, еще раз говорю. Первое, это то, что для нас кот в мешке. Второе, это то, что непонятно, что это делается. И фактически это, еще раз я повторяю, это передача функций управления государством в совместное ведение с Российской Федерацией. Вот что это такое. Можем ли мы говорить вот при таком положении о том, что мы являемся суверенным государством? Мы же все время говорили о том, что вот это не просто так, эти два листочка, которые были сверху зачеркнуты в парламенте, там где-то болталось, потом она оказалась на улице, и у нас у всех, все было непросто. Нет, это было не связано с этим, это не все по-другому. С другой стороны, вы знаете, вот я не думаю, что кто-то, конечно, и есть кто-то, а вот большинство из тех, которые пришли сегодня обустроить Абхазию, какие-то осчастливить нас, никто не враг своей страны, своего народа. Кто-то, может быть, и есть, но большинство, которые пережили 20 лет назад самые страшные события, они потеряли своих друзей, родственников, свою молодость, переживши много. Вот так можно запросто взять вот эти листочки, и главное, где стоит такого-то числа, через столько-то времени, вот это все. Как так можно? Вот для того, чтобы, знаете, вот все, о чем вы говорили, Андрей Михайлович, немножко комментируя эти статьи некоторые, это, наверное, не один день, не один час надо постатейно рассматривать каждый. Но для этого должны находиться, я не знаю, как наше общество, оно уже никак не может это воспринять. 3 месяца нам как-то, 3-4 месяца, которые мы были в период известных нами событий, это все время отодвигалось. Несмотря на то, что мы задавали вопросы, просто так ничего не появляется, никакие постановления, никакие соглашения, что это очень опасно. И если кто-то из наших политиков сумел каким-то образом прийти к власти, обещая что-то, это самая трагичная ситуация, которая может быть в нашем положении. У меня просто есть абсолютная уверенность, нас, может быть, кто-то проверяет. Насколько мы слепо, не читая, не вникая, можем что-то подписать, тем самым уничтожить то, что мечталось веками, завоевано такой ценой. И самое потрясающее, что те, которые завоевали эту страну и сделали ее такой, какая она сегодня, у меня абсолютно есть уверенность, что вот так просто походя никто, сидя на экране телевизора, и будут нам говорить, что это великое благо, ничего там страшного нет. Там немножко потеряем что-то, а все остальное будет прекрасно. Но и новая власть, она же всю свою предвыборную кампанию обещала о том, что и до этого все 10 лет говорили, что мы с протянутой рукой, что мы внутри будем искать, и они знают, как это надо заработать деньги, как осчастливить народ и прочее. Сейчас я бы не хотела, я готова со всеми
работать, кому дорого эта страна, кто готов защитить независимость нашей страны, потому что так просто, мы не враги России, мы не можем быть ими, мы бесконечная благодарность, которую столько лет мы им высказывали, оказывается, да, как-то они не слышат, но какая им выгода вот так нас уничтожить, я вот этого не могу понять. В 2008 году то, что было подписано, там вот Наталья Нуровна мне даже показала о том, что договор о сотрудничестве, о дружбе, ничего, ни дружбы, ни сотрудничества, а вот так надо. Это раз. Второе, там написано 10 лет. Этот договор наш должен работать. Конечно, могут быть внесены изменения и какие-то доработки. Ну а что случилось? Что изменилось? Что изменилось со стороны Абхазии, чтобы вот таким образом, вот так завуалированно нас просто уничтожать? Я не знаю. Просто все те, которые готовы подписать этот документ или каким-то образом за спиной абхазов делать какие-то для себя решения, я просто не советую. Только потому, что у народа есть право. Мы все вместе, кто-то в тылу, кто-то в окопах, завоевывали эту страну. И сегодня вот таким образом, чтобы кто-то подписал, я думаю, что никто, может быть, это такой разговор, никто не рискнет. А для того, чтобы очень долго и много работать, у нас есть очень и желание, и у нас просто нет выхода. Вчера было сказано президентом, что они подпишут этот договор. Нет, ну вы понимаете, президент избран народом. Если он там сам решает, как ему, он после выборов, еще не будучи инаугурацией, мы не успели его поздравить, он оказался в Кремле, и вообще все, что происходит, это какие-то ужасные вещи, но тем не менее, мы что нам делать? Как нам быть, я не понимаю. У нас есть президент, избранный большинством народа. И мы не можем, не вправе сегодня игнорировать что-то, но вот так он походя может сказать, что он может подписать и вообще не... Ну а как так, я не понимаю. Я просто призываю, ребята, молодые люди, вот те, которые шли на эти выборы, и вы все прекрасно помните, какие у вас были лозунги. Я никак не могла понять, вместе с кем, если, может быть, что-то я не понимала в этих лозунгах. Надеюсь на новое поколение и на тех людей, которые пришли сегодня. Не сделайте так, чтобы история абхазского независимого государства на этом закончилась. На мой взгляд, вот в этом документе есть очень большой позитив. И я сейчас скажу. Вот мы с вами наконец собрались для того, чтобы обсудить, какими должны быть российско-абхазские отношения. Вот сколько лет, как Россия нас признала, у нас до сих пор не было вот такой вот серьезной дискуссии о том, как близко мы должны с Россией сойтись, и где те красные линии, которые нельзя переходить, потому что их переход уже будет означать потерю суверенитета. И вот мне кажется, это очень хороший повод для того, чтобы мы наконец серьезно подумали о том, какое государство, вот как сказала Анна Михайлович, какое государство мы хотим построить и каковы будут наши отношения с нашим стратегическим союзником, и насколько этот наш стратегический союзник понимает, что мы это не какой-то там довесок, какой-то маленький причерноморский регион, а что мы тоже их стратегические союзники. И от нас зависит, чтобы мы все время вот вели себя именно таким образом, как равноправный, несмотря на разницу в наших размерах, и очень нужный для России стратегический партнер в этом важном геополитическом регионе. И я хотела бы сказать, что, на мой взгляд, в первую очередь нужно провести экспертизу этого проекта на предмет его соответствия Конституции Республики Абхазия. Вот я не юрист, но я уже увидела некоторые моменты, которые, на мой взгляд, нарушают
некоторые положения этой Конституции. Поэтому я думаю, что юристам тут есть о чем поговорить. И я думаю, что вот то, что говорил Андрей Михайлович, абсолютно справедливо. Нельзя подписывать документ, в котором столько ссылок на какие-то другие соглашения, которые еще не подписаны. Потому что мы пока не знаем, какими будут эти соглашения. И не исключено, что если стороны будут по-разному интерпретировать положение этих соглашений, то это может привести к каким-то конфликтам, к каким-то дискуссиям, к ухудшению российско-абхазских отношений. Вот поэтому я предлагаю нам всем не спешить. Нельзя тут так форсировать события, чтобы вот 27 октября этот документ был подписан. Нет, должно быть очень широкое народное и экспертное обсуждение. Я считаю, что очень важно, чтобы из социальных сетей эта дискуссия действительно вышла вот уже в такое пространство и телевидение, таких общественных открытых обсуждений. Но первое, что я хочу сказать, вот мое мнение, что этот договор нельзя, этот текст, да, который предлагается как проект договора, нельзя подписывать, и я категорически против того, чтобы постатейно что-то меняли и так далее. Я в принципе не согласна с буквой, и с формой, как это предложилось, с названием и с идеей этого договора. Это мое категорическое мнение. Почему? Во-первых, я считаю, что это была ошибка со стороны тех, кто... Ну, бывают ошибки, да, не только в Абхазии, но иногда и в российском, так сказать, политическом истеблишменте бывают ошибки. Я считаю, что люди, которые подготавливали этот договор, конечно, у них было какое-то намерение улучшить ситуацию, ответить на какие-то вот геополитические вызовы. Но в результате то, к чему это может привести, я вижу не только опасения, о которых сейчас уже сказали, для Абхазии, но и для России. Я не вижу выгоды в том, чтобы Россия вот интегрировала таким образом Абхазию. Пусть российские эксперты мне это объяснят. Пока то, что я читаю в российской прессе, больше говорится о паразитировании Абхазии на финансовой помощи России и так далее. А вот в чем действительно глубокая заинтересованность и Абхазии, и России в интеграции Абхазии в Россию? Извините, у нас вопрос о признании абхазского государства еще очень актуален, он стоит. И слово интеграция — это враг признания независимости. Совершенно понятно, кого мы здесь будем обманывать. Если мы будем интегрированы в другую страну, признанную, сильную, большую, богатую, кто будет признавать Абхазию? Это значит, мы ставим точку. Мы настолько благодарны России за то, что она признала Абхазию, но это ведь не значит, что мы должны ей помогать перечеркивать свое собственное решение. Я считаю, что мы не должны в первую очередь это делать и как-то указать. Мы действительно, друзья, давайте вот действительно открытый разговор давно назрел. Действительно много обид. Я со стороны России, я думаю, что в России огромные проблемы. Сейчас огромные финансовые проблемы. И я уверена, что там люди очень многие недовольны тем, какую большую финансовую помощь получает Абхазия и так далее. Но давайте наконец-то открыто об этом поговорим. Давайте мы поймем, вот то, что люди, которые всю свою жизнь работали в Советском Союзе, и они получают пенсии, это просто акт доброй воли России, или это все-таки следствие того, что Россия является правопреемницей Советского Союза? Давайте поговорим о том, что базы, которые здесь находятся, они имеют ли вообще какой-то эквивалент, да, в финансовом отношении, в политическом отношении? Что это означает для России, для Абхазии и так далее? Я считаю, что если назрел пересмотр, да, существующего договора, который был подписан уже, да, много раз об этом сказали, мы должны понять, для чего. Понимаете, мы начинаем детали, я иногда читаю наших тоже экспертов, вот это можно поправить, другое можно... Для чего нам нужно, какие вызовы стоят перед Абхазией, что нужно нам интегрироваться и поставить точку на своем признании. Давайте вот об этом скажем. И я считаю, что без такого предварительного разговора об интересах Абхазии и об интересах России на Южном Кавказе, которые требуют нового договора, без этого понимания, ну как мы будем подетально, там массу юридических проблем, несогласований и так далее есть. Но мы должны понимать, для чего нужен договор.
и что без этого, так сказать, дальше развиваться не можем. И последнее, что я хочу сказать, по форме того, как это предлагается. Я слышала, не знаю, может я ошибаюсь, что какое-то время назад этот проект договора был уже у высшего руководства Абхазии. Высшее руководство переложило вот эту миссию, тяжелую миссию отказаться от этого договора на народ. И слава Богу, потому что я уверена, что народ не прогнется в данном случае. И хорошо, что мы все вместе имеем возможность обсудить, а не что-то принято за нас. Но сама по себе вот эта практика не должна ни в коем случае продолжаться, когда мы не знали ни содержания этого договора, когда планируется, во-первых, то, что подготавливались, не совместная группа подготавливала, что определены какие-то сроки очень короткие, что будут какие-то дополнительные договоренности, о которых Андрей Михайлович говорил, о которых мы не знаем. То есть по форме, как был подготовлен этот документ, я считаю, что это категорически неприемлемо и в каких-то других областях, не говоря уже о таком важном стратегическом договоре. Этот проект поступил по дипломатическим официальным каналам от российской стороны. И за последние годы, к сожалению, сложилась такая практика, что большинство документов, которые в настоящее время подписаны сторонами, они в основном готовились российской стороной, пересылались в Абхазию. Здесь вносились разные предложения. И с учетом того, что этот договор очень важен для Абхазии, это очень важный для Абхазии вопрос, руководство Абхазии приняло решение дать старт всенародному обсуждению этого документа. Он был направлен в парламент, направлен в соответствующие профильные ведомства. В ближайшее время президент планирует провести серию встреч с представителями политических организаций, экспертного сообщества, общественной палаты. То есть эта дискуссия, которую мы начали, которая вот сегодня в том числе проходит, она на самом деле очень полезна для выработки консолидированного подхода к этому документу. Вчера состоялась встреча президента с депутатами парламента. Она была посвящена как раз обсуждению этого проекта. И президент достаточно четко изложил свою позицию по этому вопросу, что по ряду серьезных параметров этот документ не соответствует видению абхазской стороны. Первое, что хочется отметить, этот документ, или документ, который подготовит абхазская сторона, потому что даны поручения и парламентом, и президентом приступить к выработке абхазского варианта договора. Безусловно, к этому будут подключены представители экспертного сообщества. Будет сформирована рабочая группа, в которую войдут и представители исполнительной, законодательной власти для переговоров с российской стороны. Во-первых, для подготовки собственного проекта. Во-вторых, для переговоров с российской стороной. Первое, что хочется отметить, в чем позиция заключается руководства Абхазии, что договор не должен подменять собой договор о дружбе и сотрудничестве 2008 года, то есть наш базовый рамочный документ, который является своего рода конституцией взаимоотношений между Абхазией и Россией. То есть любые и этот договор, и последующие соглашения, которые будут подписываться, на взгляд руководства Абхазии, они должны основываться на нашем базовом документе. Другая позиция. Руководство Абхазии не видит целесообразности формирования структур, которые бы подменили органы государственной власти Абхазии. То есть, если речь идет о военном сотрудничестве, то это существует международная практика различных военных альянсов.
тот же Варшавский договор, мы знаем, был, НАТО. Там существуют формы коллективного командования и взаимодействия вооруженных сил участников того или иного соглашения, их реагирование на те или иные внешние вызовы. Но при этом четкая позиция заключается в том, что никакой договор не должен противоречить Конституции Республики Абхазия и тем полномочиям, которые зафиксированы за главнокомандующим вооруженными силами Республики Абхазия. Это первая позиция. Что касается координационного центра правоохранительных органов, мы видим эту структуру таким образом, и такие прецеденты тоже есть. Например, взаимодействие России со странами Средней Азии в вопросах борьбы с организованной преступностью и с наркотиками, что он будет выполнять информационную, методологическую функцию, что возможно взаимодействие по борьбе с организованной преступностью как на территории Абхазии, так и на территории России. То есть совместные усилия, координация этих усилий. Но при этом четкая позиция президента заключается в том, что никакая структура не будет подменять полномочия правоохранительных органов Республики Абхазия на нашей территории. То есть, что касается таможни, мы знаем, что существует соглашение, таможенное соглашение между Абхазией и Россией. Если я не ошибаюсь, 2012 года. 10-го. Да. Согласно ему, обе стороны имеют право создания таможенных структур на территории друг друга. Для чего эти структуры предполагались этим таможенным соглашением? Если, допустим, грузы следуют из Абхазии в Россию, чтобы их оформление осуществлялось не непосредственно на границе, а оно могло осуществляться на территории Абхазии. Аналогично это касается России. Если грузы следуют в Абхазию, таможенный орган Абхазии может осуществлять растаможку и соответствующие процедуры этих грузов, следующих в Абхазию. Что касается границы, позиция руководства Абхазии заключается в том, что необходимо осуществить упрощение пересечения границы по реке Псов, но при этом, естественно, по реке Псов имеется в виду в пункте пропуска на реке Псов. Что касается периметра границы с Россией, и российская сторона, и абхазская сторона заинтересованы, наоборот, чтобы там было достаточно серьезное присутствие пограничных сил сторон. Да, потому что мы знаем, что Северный Кавказ это непростой регион. Если там убрать оттуда силы охраны границы, то могут осуществляться разный переход разных групп преступных, контрабанда и так далее и тому подобное. Будет обязательно поставлен вопрос о том, чтобы произошло серьезное техническое усиление границы между Абхазией и Грузией. Речь идет не о том, чтобы закрыть ее для легального перехода гражданами на ту и на другую сторону, а закрыть ее для нелегального перемещения людей, товаров, грузов. Я полагаю, что сейчас созданы условия для того, чтобы детально по формулировкам видения абхазской стороны поработали и представители органов власти, и подключились представители экспертного сообщества. Вы начали свое выступление с важности этого договора. Вы говорите, он важен очень. Можно обосновать? Важен, да, действительно, исходя из того, что сейчас Россия, вы видите, она пытается выступить в качестве инициатора формирования на евразийском пространстве разных интеграционных моделей. Интеграция не обязательно предполагает поглощение одной стороной, другой стороной. В конце концов, степень
Степень... Нет. Союз поглощают нас. Я о чем говорю? Я что хочу сказать. Степень интеграции мы должны определить сами, что нам выгодно, что нет. Мы в достаточно серьезной степени уже интегрированы с Россией и в плане законодательства и прочих вопросов. Что касается таможенного союза, я полагаю, что если мы сейчас применим правила таможенного союза к Абхазии непосредственно, то интересы нашей экономики могут пострадать. Да, потому что мы все-таки должны оставить за собой право самостоятельно определять тарифную политику. Да. Возвращаясь к вопросу Ирины Шотовой. Россия выступает, мы знаем, в качестве инициации на евразийском пространстве. Это и таможенный союз, и сейчас формируется идея Евразийского союза. Белоруссия, Казахстан и прочие государства в этом участвуют. Те государства, Абхазия, пожалуй, одно из наиболее близких к России государств. Абхазия и Южная Осетия. Они, на наш взгляд, должны соответствовать, идти в рамках этого тренда. То есть формирование геополитического пространства, в центре которого находится в качестве естественного центра притяжения Российская Федерация. То же самое мы видим происходит в западных странах. Там тоже происходит интеграция. Самое главное не бояться этого слова, а заложить то, что нас интересует в этом процессе интеграции. Давайте над этим вопросом, над содержательной частью этого процесса мы как раз и поработаем. С мая месяца по сегодняшний день мы слышим о том, что существует некий договор, который надо подписать. И кому бы мы ни обращались, тут тоже сидят люди, которые не отключены из такого политического небосклона. Все либо были в парламенте, либо бывшие депутаты с Золотого, хочешь с Серого, хочешь с Любых, Созова. Но никто не знал, что существует какой-то документ, который можно было бы обсуждать. И вдруг мы, буквально я несколько дней назад смог увидеть этот документ, и сроки 27 октября. Друзья мои, но это несопоставимый, понимаете, такой глобальный документ, который будет практически менять нашу жизнь, и, возможно, какая-то экспертная группа разрабатывала в России, а Россия достаточно мощная страна, у них очень хороший инструментарий, юристы, отделы, у них на каждого депутата по 20 юристов оплачиваемых, которые им разрабатывают законы, в отличие от нашего. И они это готовили, и мы должны в течение 3 дней на народном сходе его принять. Я не хотел бы, чтобы мы об этом, конечно, хорошо, что общественность реагировала. Мы все-таки маленькая страна, у нас отсутствие средств массовых информации реальных, ежедневных, оно не мешает, мы можем как-то сказать, но все-таки есть некоторые вещи, которые я хотел бы сказать, чтобы это было четко зафиксировано. Возможно, я тут уже вчера с кем-то спорил, что я убрал от себя право быть дипломатом. Пусть дипломатом будет МИД, пусть дипломатами будут главы государства. Я очень рад, когда наши политические деятели очень корректно выступают. Но мы обычное рядовое общество. Мы немножко обеспокоены. Обеспокоены, что в течение 2 недель мы должны дать какой-то ответ. Я не буду, Андрей Михайлович достаточно подробно говорил о каких-то, обо всех невозможно, но там очень многие статьи, если вы посмотрите, они все имеют такие подводные камни, что потом в течение 3 месяцев после вступления в силу договора мы разработаем, как будем совместно управлять армией. Потом, после вступления, мы разработаем вопрос о двойном гражданстве. Друзья мои, я, будучи депутатом 4-го Созова, мы 5 лет обсуждали вопрос возможности двойного гражданства России и Абхазии. И Стамур, я был против, вы был против. Я сказал, что это надо изучать. Мы 9 лет изучаем, мы еще не пришли к какой-то своей концепции. А в договоре мы уже должны подписать то, к чему сами не пришли. Вы знаете, если говорить, что, конечно, для России очень важно, чтобы процессы интеграции не только внутри нее были, но и с регионами, со странами, соседними, которыми они были связаны. Но знаете, у нас проблема
интеграционных процессов внутри Абхазии. Мы 20 лет, независимое, свободное государство, но у нас интеграционные процессы, мне даже неудобно говорить, что они не закончились. Мы их еще не начали. У нас 7 регионов Абхазии, все они настолько разные в языковом отношении, в экономическом, в доступе к информации, к тому всему. И, конечно же, я не считаю, что мы будем такими равноправными партнерами в витках, в интеграционных витках. Нам, конечно, надо подготовиться. Это первое. И второе. Когда мы в 2008 году в парламенте принимали первый договор, вы помните, я не знаю, те, кто в оппозиции были, я им очень благодарен тогда, что они такой шум подняли. Нам не понравился договор. Во-первых, не понравился тем, что не мы его писали, а нам его прислали. Не понравился тем, что выносят на сессию, депутаты не видели. В итоге мы этот договор месяцев 7. А это был, знаете, период особой нашей благодарности к России. Это было после августа 2008 года, когда, я помню, мы все рыдали, плакали от счастья, что нас признали. И минуточку, и тогда нам прислали документ. Что сделал парламент тогда? Парламент добился, чтобы были общественные слушания, чтобы экспертное сообщество, юридическое, имею в виду, дало свою оценку каждой статье закона, чтобы гражданское общество включалось. 4 месяца или 5 месяцев каждый день была рабочая комиссия, в которую приходили, обсуждали. Тогда Министерство юстиции Абхазии дало очень интересную докладную записку на одном листе, от которого у меня был шок, что данный договор нарушает 18 конституционных и иных законов Республики Абхазия, в том числе и Конституцию, но, однако, может быть подписан. Я говорю, как же мы можем подписать договор? И тогда было принято решение и президента Абхазии, и российской стороны, что да, действительно, это российская сторона дала, но проблема в том, что абхазские чиновники, заняты какие-то похороны, свадьбы, я всех понимаю, некогда заняться детальным изучением. Поэтому останавливаюсь на этом. Я считаю, что в первую очередь, сейчас мы должны обсуждать, как тут кто-то сказал, не могу сейчас, не детали этих статей закона, а вообще саму процедуру. Нам нужно это или не нужно? Первое. Второе. Я хотел бы, я думаю, народ тоже хочет, чтобы нам дали детальный анализ первого закона, насколько он был эффективен, что не работало. Соглашение, которое мы в 2000 году, насколько он был эффективен, какие статьи там не работали, сколько было заключено договоров, там более 80, и насколько они эффективны, мы какие-то уроки извлекли, и чтобы нас убедили, что это рамочное соглашение, это будет продолжение того договора. У меня ощущение, что это не разные документы, этот документ, он по силе своего такого императивного звучания, он практически полностью перекроет тот, что мы имели раньше. Тогда у нас хватило воли у законодателей, у власти, у оппозиции, у народа, несмотря на особую благодарность, такой критический момент, пересмотреть и все придумать. И тогда мы, кстати, приняли решение, что в течение какого-то времени договор будет обновлен и изменен. Тоже хотелось бы узнать в этих кабинетах министров и в аналах, были какие-то внесены изменения с этой точки зрения. Если мы не хотим работать и хотим, чтобы за нас кто-то решил, как мы хотим жить, тогда ради Бога. И все-таки я положительный момент из всего этого, чего извлекаю, мы опять находимся, Абхазия, Андрей Михайлович такую ключевую фразу сказал, не могу, я этим закончил. Мы 20 лет идем от де юре, де факто, добиваемся, чтобы мы стали признанной страной. Никак у нас это не получается, одна страна приняла несколько. А тут, получается, с этим договором мы опять от де-факто к де-юре придем, но совершенно в другом направлении. Потому что все наши ресурсы, все наши силы, все наши эмоции, судя по социальным сетям, СМИ, по политическим дебатам, направлены на то, что 20 лет назад мы легко
Конечно, с потерями решили. Мы отвоевали свою независимость. Он же оттуда ничего не грозит. Мы настолько увлечены с тем, чтобы грузин там давить, но как бы мы не потеряли в других вещах, понимаете, свою независимость и свою самостийность, как это говорится. Я считаю, что этот закон надо сегодня же в Россию сказать, что мы его откладываем. Нам необходимо длительное время, не месяц, не два. Вот им нужно было года два разрабатывать. Год как минимум, чтобы его изучать. Потому что я все-таки не хотел бы. У нас только, чтобы мы выбрали президента. Понимаете, вот и месяц еще. Фактически кабинет министров не приступил к своим полномочиям. Вот в этот переходный период, отставка одного президента, инаугурации другого президента, мы это практически период, не безвластия, но вот такого никак. Вот мы должны были это спешно. Зачем? Я считаю, что этот договор надо отложить в долгий ящик и внимательно, пусть это будет костяком, изучать, как на самом деле качественно, поднять на качественный уровень российско-абхазские взаимоотношения. Я думаю, что Россия нам будет за это благодарна. Для кого не секрет, что такой договор и о намерениях, чтобы создать такой договор и для его подписания, это уже витает в наших ушах и умах уже давно. И каждый кандидат, который баллотировался в президенты, был ознакомлен приблизительно, может не с этим, но с другим каким-то договором, насколько мне известно. Детали о том, что, кто и как об этом отнесся и как говорил, это мне неизвестно, потому что я там никак не мог присутствовать, вы сами понимаете. Исходя из этого, я хочу сказать, что этот договор уже давно уже муссируется, что он будет здесь наверняка принят кем-то ожидается, но я думаю, что это будет не так уж просто, потому что он целиком и полностью касается нашего суверенитета. Я вот здесь правильно заметили, я не хотел бы говорить о тех людях, которые здесь не присутствуют, критиковать, кто что сказал, кто каким лозунгом шел, кто кого куда призывал, кто кого обещал. Мы всегда тоже много говорим, когда куда-то выбираемся, избираемся. Это присуще нам всем. Дело не в этом. Дело в том, что я хочу подметить ошибку предыдущей власти и новой власти. То есть, получая такой договор, я не поверю никогда, что ни один из наших президентов получил его, не зная о том или не имея слухов о том, что такой договор будет запечатан в конвертик и будет присылаться в Абхазию дипломатическим путем. Да? Естественно, какие-то разговоры, встречи наверняка и были. Так вот, ошибка новой власти, уже я сказал, что и та власть то же самое повторяла, заключается, на мой взгляд, в том, что глава государства, получив или имея информацию о готовящем таком договоре, должен был предложить российской стороне, что ради Бога нет проблем, мы обязаны углублять все отношения, имеющиеся наши, еще в новую плоскость, и мы здесь сидящие тоже это все прекрасно понимаем, но при этом, чтобы выработался механизм или какой-нибудь проект договора, я считаю необходимым, чтобы создать группы экспертов в области там, международного права и специалистов, из экономики, из той же Минобороны, и составить проект договора, который потом уже можно было бы послать в парламент и на обсуждение общественности. А сегодня получилось так, как получилось. И очень плохо получилось, на мой взгляд. Судя, я тоже слежу за общественным мнением внутри страны и вне страны тоже. Поэтому у меня такое впечатление складывается, что мы автоматически стали противниками отношений с Российской Федерацией. То есть кто говорит, что этот договор в таком виде не будет принят или неприемлем для абхазского народа. Сегодня у меня, я не буду скрывать, мы тоже имеем друзей в различных политических, общественных кругах России. Сегодня мне некоторые дружим с людьми, звонят уже и говорят: Алхаз, вы что, против нас? Против России? А из чего сложилось такое мнение? Из подхода к решению этого вопроса. Самое главное, подход. Подход изменяет отношения людей, друзей, родственников. Вот если сделать, на мой взгляд, было правильным подходом, сегодня можно было бы уже в спокойной обстановке объяснять людям, что это хорошо
или что это плохо. Никто не говорит, что это катастрофа для Абхазии, и никто не говорит, что это шоколад для Абхазии. Надо обсуждать, надо приходить к какому-то взаимному пониманию. И вот я вот хочу сказать просто, какой подход к нам в результате таких действий. Да? Вот одного из публицистов, кавказоведа, есть такой Андрей Епифанцев, он пишет. Да, он пишет: волна недовольства проектом нового российско-абхазского договора, широко распространяющегося в Абхазии, это не инерционное явление, происходящего от несовпадения старого многолетнего подхода под названием «деньги давай», «пошел», «на хэ» и на точи. Ну ладно. В этом договоре Абхазию не обижают только сами деньги, а любые условия их выделения она считает оскорбительным и неравноправным. То есть паразитировать на чужих деньгах – это равноправие, а обуславливать условия их выдачи вопиющее неравноправие и оскорбление. На самом деле это было ожидаемо. Надо просто, вот что меня больше всего поражает, это говорит кавказовед, значит он должен знать нашу ментальность, наши подходы к вопросам. Да. Нет, вообще, подождите, я тоже знаю, что это провокат. Но смотрите, надо просто объяснять людям, что деньги зарабатываются не чувством глубокой обиды на их дающего и не желанием работать. Деньги надо заслужить, и в том числе упорно, ежедневно убеждая дающую их страну в собственной полезности и лояльности. Я уверен в том, что и руководство России точно так же не думает, я в этом уверен. Есть, может, люди, которые какие-то могут хотеть что-то здесь произвести за счет своих каких-то там выгод и условий и преференций. Я не знаю, не берусь судить, но я хочу сказать, что мы не должны входить в конфликт с российским государством. А для этого что нам сделать надо? Нам делать нужно так, что мы должны приходить к общему знаменателю путем подключения всех наших экспертных групп, если мы имеем, если мы не имеем, надо привлекать, изучить этот документ. На мой взгляд, этот документ, в каком он виде, да, он для меня лично, как для патриота Абхазии, неприемлем. Мы находились все это время не в простые времена, где шли у нас выборы порядка 3 месяцев, потом инаугурация, потом День Победы, и сейчас, на сегодняшний день, еще идет ротация власти, и она не завершена. Нам просто, действительно, второпясь, не было дела до этого договора. Не потому, что он нам не нужен. Я скажу, почему он нам нужен. И я не готов слишком в долгий ящик его откладывать. И сроки обозначать как короткие, так и длинные, пока мы не разобрались в сути вопроса. Отмахиваться, Андрей Михайлович, вовсе от геополитической составляющей у нас тоже нет возможности. Это не риторики ради. Поскольку мы знаем, в каких сложных процессах сегодня стоит Россия. Если Россию, преклонят колено сегодня на Украине, то нас это коснется, вот здесь на периферии, в первую очередь, и те базы НАТО, которые уже принято решение, будут расквартированы в Грузии, мы должны на эти угрозы реагировать. Это в том числе касается нас. Мы должны выстроить полновесную границу с Грузией, мы в этом заинтересованы. У нас прямых своих средств на это нету. В результате Гальский район, наш Самурзаканский район, сегодня находится в эмиссионной и экономическом пространстве Грузии, куда уходит весь наш орешник, все мандарины, и с этим связана большая проблема, где у нас нет возможности даже понять, выработать цену вопроса для того, чтобы выработать государственную программу по этому поводу. У нас нет возможности поднять сельское хозяйство, потому что в летний сезон порядка 65 тонн груза овощей и фруктов проходит через эту границу. Я вам объясню, почему нам это надо, когда, чтобы... Давайте послушаем. У нас это губит сельское хозяйство, наше крестьянское, деревни, в конце концов, где формируется наша культура и легкие. Нам необходимо поднять экономику, и это важно, поскольку мы считаем, что
отсутствие экономики как таковой, когда 4/5 нашего бюджета складывается за счет другой страны, хоть и дружественной, в этом тоже прямая потеря нашего суверенитета. А для этого емкость абхазского рынка не хватает. Почему нам нужны таможенные послабления? Все это упирается в то, что есть проблемы, которые нами не решены и проблемны. И еще накладывают новые геополитические условия. Теперь по самому договору. То, что договор пришел, и президент его выдал, по той причине, что такие вещи скрывать непозволительно. И выдал его парламенту. Выдал, это я, дал, озвучил. Не мог не дать. Мы знаем, друзья, мы знаем, что у нас были проекты, и связанные с пограничниками, которые не в полной мере, так скажем, соответствовал нашим интересам, но он не был вынесен на публичное рассмотрение. В том числе и по железной дороге, где без ратификации был вынесен вопрос в Российскую Федерацию. То есть вопрос был поставлен открыто на обсуждение. Если вы думаете, это сделано для того, чтобы переложить на плечи народа, где нет возможности отказать прямо, то это тоже не совсем так, по той причине, что вот те угрозы, которые мы говорим, и где я выше озвучил, они реально существуют. Сама подача мне не понравилась в содержательной части. Я считаю, если более чем на 50% нужно вносить поправки, то это лучше уже новая редакция. Почему со стороны России последовал такой договор, который в принципе нас не устраивает в принципе? По той причине, что мы сами ничего не предлагаем, ничего не производим, ни идеи в том числе, ничего. К нам мы сами себя должны уважать, и мы видим, что меняется геополитическая картинка. Мы видим многие трудности, которые мы совершенно внутри себя, внутри своей страны не собираемся разрешать. И думаем, вот есть Россия, которая поможет, вот просто перестанет выплачивать по тому же комплексному плану те зарплаты, на которых силовики сегодня наши получают. И окажется, что как государство мы придем в очень, я уже не говорю про военную составляющую. Теперь, то есть, давайте с нас, я сейчас не про старую власть и не про нас новую, давайте не перекладывать, давайте семена от плевел. То есть мы со своей стороны ничего не предлагали. Вот теперь, что нам нужно в этой ситуации сделать? Нам нужно выработать определенную комиссию, в которую войдут представители парламента, общественных организаций, политической партии МСХ, ровно все срезы нашего общества, для того, чтобы выработать свое понимание, новую редакцию, поскольку если говорить о том договоре, который, не договоре, а ряде договоров, которые существуют, я согласен, что этому нужно дать экспертную оценку. Согласен. Но порой бывает так, и мы можем прийти к тому, что в нем уже заложено столько упущений с нашей стороны, тихонечко, поэтапно, не так, как сейчас это видно и явно и очевидно, а потихоньку, когда это все делалось кулуарно, когда это все протаскивалось, это имело место быть. Может так случиться, что нам невыгодно в полной мере опираться на те договора, которые были. Может, мы вытащим оттуда лучше и сформулируем, но наше собственное, наше концептуальное видение. Он говорит о некоторых изменениях, а вы говорите о новых... Нет, президент сказал, и пресс-служба опубликовала, что необходимо подготовить редакцию абхазской стороны договора. Не трогая терминологии, поменять смысл. Конечно. 27 число – это поручение ведомствам дать свои предложения. Неужели кому-то непонятно? Кому может быть из нас непонятно? Я надеюсь, вы адекватных людей из нас видите, что можно такой договор заложить в временной отрезок до 27-го. Нет, это просто есть вещи, которые не подлежат разумению. Неужели вы в нас видите в этом плане людей? Странные вещи. Вот отложить на год или на два, для меня это тоже не решение вопроса. Понимаете? Здесь можно так и 10 лет тянуть, а мы во многом заинтересованы в том, чтобы этот договор вступил, исходя из наших интересов. Поэтому давайте мы выработаем рабочую группу,
которой доверительно относятся все, совершенно открытую и прозрачную. И не будем... Хочу задать по существу. Если ты считаешь, ты сказал, что не надо откладывать, мы можем решить. Скажи мне, пожалуйста, ответь на такой вопрос. Как так получается, в нашей стране с 2007 года была создана рабочая группа по изменению избирательного кодекса, и прошло уже 9 лет, мы еще не пришли к единому мнению. Значит, это важный вопрос. А этот договор, он по сравнению с избирательным кодексом более глобальный. Я предлагаю все-таки вычленить те проблемы, которые связаны, вот то, что вы говорите, с геополитикой, и оставить то, что касается внутреннего управления Абхазией. Потому что внутреннее управление Абхазией... Да, внутреннее управление Абхазией, потому что фактически, да, вот этот проект, я еще раз повторяю, ведет к совместному ведению в управлении Абхазией, России и Абхазии. То есть мы отказываемся от самостоятельного решения. Вот эти вопросы надо убрать. Остальное, то, что касается геополитики, я не спорю, я всегда говорю. Другое дело там посмотреть, и тоже, что связано с Министерством внутренним, с этим внутренним, это не совсем так, как вы говорите. Для меня лично этот договор неприемлем хотя бы потому, что я не знаю, чья это инициатива, кто его разработал, кто его нам направил. У нас есть, в данном случае я могу его предположить, что это наш документ. Потому что здесь стоит подпись главы администрации президента нашей страны. Но глава администрации президента тут пишет в данном случае, что это по дипломатическим каналам. Вопрос, а кто его автор? Почему мы не знаем, кто его пишет, кто его нам предлагает? Это российское государство, это администрация президента. Это МИД Российской Федерации. А почему тогда мы в парламенте получаем письмо без того сопроводительного письма, кто это нам пересылает? Да, от имени кого? Мне не объяснили, и нашему народу не объяснили, чем договор 2008 года не устраивает. В каких частях он устарел. Что надо там изменить, что надо добавить. Когда мне говорят, что это нужно, вопрос, кому нужно. Если это нужно нам, почему тогда автором этого договора являемся не мы? Почему не мы инициаторы? Я вообще хочу сказать, как подготавливалось обсуждение данного договора в Абхазии. Те круглые столы, которые организовывались, в том числе с участием экспертов нашего соседнего государства, что в Абхазии якобы имеется какое-то грузинское лобби. Сегодня у нас, у всех, у общества, и у экспертов, и у парламента, и у руководства страны должно хватить политической воли сказать, что этот документ неприемлемый, мы его не будем обсуждать. Нам нужно брать за основу договор 2008 года, как основной документ, его дорабатывать, вносить поправки и изменения. Вот. И я хотел бы попросить, кто обсуждает, такого мнения придерживается большинство депутатов парламента, что нужно брать за основу, этот нужно откладывать, вообще от него отказываться, не на долгий ящик, а вообще от него отказаться, и взять за основу договор 2008 года, его дорабатывать, если есть в этом необходимость. И я попросил бы, чтобы не было во время обсуждения этого проекта, кто более пророссийский, кто менее пророссийский. И не надо на этом играть политическую, вести политическую игру, что те люди, которые будут выступать против редакции, данной редакции договора, что они являются там или антироссийскими, или там какими-то другими политиками. В данном случае я призываю, чтобы все политики были проабхазскими. Поверьте мне, как гражданину Республики Абхазия, имея тот народ, который у нас сегодня есть, такой договор никогда не будет подписан. Наш народ просто не позволит этого подписания. Что касается отдельных остальных тем в рамках непосредственного подписания, я, честно говоря, не понимаю, зачем нам нужен такой договор, честно вам скажу. Потому что у нас есть рамочный договор, параллельно с этим у нас есть масса межведомственных соглашений, в том числе и соглашение о совместной охране границ. Кстати, тоже ущербное для государства Республики Абхазия. Почему мы об этом не говорили никогда до? Я, честно говоря, вообще не сторонник того, когда говорят до, после, у нас это зачастую зависит именно от каких-то выборов, всего лишь внутренних.
У нас народ один, и слава Богу, публично себе позволяют высказываться в поддержку таких договоров либо не очень уважаемые политики, либо люди, которые совершенно не заинтересованы в национальных интересах нашего государства. Поэтому на них ориентироваться не надо. Параллельно с этим здесь на сегодняшний день у нас достаточно открытый разговор, и меня это радует. Представители власти сидят с общественностью, обсуждают и отвечают на вопросы на равных. Это тоже большой плюс. С третьей стороны, я очень рад тому, что текст данного договора у нас на руках сегодня. Раз он у нас есть на руках, соответственно, мы можем уже реагировать на него. И мы уже отреагировали. Такой договор не может быть априори подписан руководителем государства. Это просто невозможно. У нас ни политических, ни просто самоубийц в стране нет. Мы прекрасно понимаем, что есть, возможно, какие-то чиновники, номинированные из каких-то стран, которые, не углубившись в процессы внутри Республики Абхазия, либо, имея какие-то ангажированные свойства, номинируют нам такие договоры. На мой взгляд, что касается договора, сегодня идет очень объективный, очень адекватный и хороший процесс по обсуждению данной темы. Если действительно с российской стороны есть задача подписать новый договор, в принципе, мы можем его подписать. Вопрос в том, что будет в этом договоре. Это же самое главное, по сути. Обратите внимание, у нас есть реалии, у нас есть договор. Договор спущен за подписью администрации президента, да, и руководителя, который сидит здесь. Да, проект договора. Этот проект договора не инициирован, во всяком случае, по документам абхазской стороной. Из того, что мы читаем, мы это видим. Значит, он инициирован российской стороной. Каким образом это произошло, мы не знаем. Нам нужно общаться с российской стороной больше и, наверное, их познакомить, в том числе и людей, которые здесь работают, да, с нашей Конституцией, с нашими принципами, с нашими подходами. Если сегодня у нас такая составляющая, наша задача представить свой вариант договора. Я могу сказать от Фонда экспертного содействия Айнар, что мы готовы предоставить свой вариант договора. Договор – это предмет, когда две стороны общаются и договариваются. Когда две стороны общаются и договариваются, то есть у каждой из сторон есть свое видение. Я считаю большим минусом вот этой ситуации в то, что договор был прислан именно в тот период, когда у нас идет формирование нашего правительства, и мы говорим о том, что нам надо создать новое видение, новую концепцию Абхазии, где основной принцип – это расчет на собственные силы. Я хочу всем напомнить, потому что война нам всем доказала, что только мы способны решить глобальные задачи для нашего народа. И когда все поняли, что у нас есть решимость в решении этого вопроса, нас поддержали. И братья Северного Кавказа, и России. Если бы мы не проявили эту решимость, и мы бы не показали, что мы готовы за свою идею умирать, то никто бы нас не поддержал. Поэтому в данной ситуации, мне кажется, это аргумент должен быть, что сейчас идет формирование власти, формирование исполнительной власти. Мы будем требовать от всех первых лиц, которые будут заниматься основными направлениями в военной доктрине. То есть, если министр обороны, я поясню, что я хочу сказать, он должен дать нам доктрину о безопасности, где будет четко написано, как мы собираемся собственными силами охранять наши территории. И только тогда мы можем какую-то часть, если мы не справляемся с какой-то частью, сказать, вот это мы вас просим. То же самое министр экономики. Мы должны видеть его видение, как он собирается поднимать экономику собственными ресурсами и силами. И он говорит, то есть и тогда мы будем иметь представление о том, что мы хотим. Тогда за стол переговоров могут сесть две стороны, и мы сказать, мы имеем свое видение, и здесь в основе этого видения лежит военная доктрина, экономическая доктрина
социальная доктрина. Все эти у нас сформированные органы власти должны нам дать, и в них мы должны принять также участие экспертное. И тогда с этим видением мы можем выйти на переговоры и договориться. То есть в этой части, если мы избрали президента, если мы получаем сегодня новое правительство, оно несет ответственность за страну, оно должно участвовать в подписании этого договора, и все их видения должны быть отражены здесь. И вот еще один момент, вот это самобичевание, которое уже у нас продолжается долгие годы, что вот у нас нету и этого, нету того. На самом деле у нас есть идея, и она закреплена в Конституции. И у нас за эту идею у нас сложены головы, у нас все есть. И не надо говорить, что мы такие ущербные, у нас и когда мы начинаем голову пеплом посыпать, другие начинают говорить, что вот, они не способны, мы все способны. И я думаю, я очень позитивно отношусь к сегодняшнему разговору, потому что здесь мы еще раз демонстрируем свое гражданское самосознание, свое небезразличие к тому, что происходит, а это залог успеха. Народ, судя по сегодняшнему разговору, судя по социальным сетям, если не говорить о процентах, то большая часть людей, которые имеют возможность его обозреть, они считают, что он неприемлем. Значит, этот международный договор должен пройти процедуру ратификации, составления ратификации, обсуждения, который заложен в законе о международных договорах. В законе о международных договорах Республики Абхазия сказано, что в случае, если обязательно экспертное заключение, а в данном случае как раз таки момент, говорящий о том, что необходимо обязательное экспертное заключение, то он должен эту процедуру пройти. Значит, если он не проходит эту процедуру, мы нарушаем наш закон. Мы привыкли нарушать наш закон на протяжении уже длительного периода времени. Давайте мы к нему подойдем так, как написано в законе о международных договорах. И объясним нашему партнеру, что у нас есть вот такой закон о международных договорах, у нас есть он носит отсылочный характер к Конституционному суду, он носит отсылочный характер к закону, в каких случаях необходимо экспертного заключения, которого у нас нет. Значит, те временные рамки, я вот сейчас хочу обратить ваше внимание, что есть представители сегодня власти, которые поставлены в определенные временные рамки заявлением Владимира Владимировича Путина и нашего президента, что к концу года он должен быть подписан. И есть есть общество, гражданское общество, наш народ, который готов повременить с его принятием, для того, чтобы сделать его качественным. Более того, нам нужно ответить на вопрос, почему он нужен. Если он нужен России, да, мы готовы идти на то, чтобы его принять, но в каком виде? Но соблюдая все нормы нашего законодательства. Поэтому я думаю, что с точки зрения права, мы сегодня не можем принимать такой договор. Я не говорю о его содержании, я на самом деле считаю, что он ущербен. Он не соответствует нашим интересам, потому что, да, он закрепил наше сегодняшнее положение де-факто просителей. А что, мы не получаем российскую пенсию? А что, мы не получаем зарплату из Российской Федерации? То есть все эти фактические проявления зависимости нашей страны от внешнего финансирования, они в этом договоре закреплены. Но хотим ли мы, чтобы это продолжалось и дальше? Да, возможно, на этом этапе развития мы не можем вот так вот отказаться от российских пенсий, потому что у нас нет бюджета, который бы позволил нам, там написано софинансирование, конечно, это очень, так сказать, деликатно сказано, это не софинансирование, это прямое финансирование пенсий. Вот, поэтому мы должны создать такой договор, который пройдет процедуру экспертизы, который пройдет процедуру экспертизы с точки зрения его обоснованности, законности положений и с точки зрения конституционности, который может сделать только Конституционный суд, но не Министерство юстиции, которого у нас нет.
То есть мы должны пройти ряд этих моментов, процедур, которые позволят нам и которые покажут, что мы готовы работать, мы партнеры, но мы готовы работать в законном русле. До сих пор, если этого не было, то давайте начнем работать в законном русле. Мы все партнеры Российской Федерации, никто сегодня просто даже в голову никому не придет, что кто-то из нас скажет, что мы антироссийски настроены. Но это не значит, если мы не приемлем этого договора, это не значит, что мы против Российской Федерации. Мы его не приемлем, потому что он закрепляет опять зависимость нашей страны в финансовом плане. А то, что мы сотрудники в оборонной сфере и в других сферах, это однозначно. Кроме того, на самом деле соглашение 2008 года, оно гораздо более грамотнее, гораздо более обоснованнее, намного, нежели вот этот. Я не знаю, кто его писал. Факт проведения подобной дискуссии надо оценивать положительно, потому что сегодня стоит задача максимально широкого обсуждения проекта договора о сотрудничестве и интеграции, представленного российской стороной. И вот данный круглый стол – это возможность получить мнение, точку зрения политических организаций, отдельных экспертов, представителей гражданского общества, что, безусловно, очень важно. Вот я хотел бы все-таки вернуться к вопросу, откуда появился текст, вообще идея этого договора, вот как было здесь уже отмечено. Действительно, 27 августа 2014 года на встрече президентов Путина и Хаджимба было отмечена необходимость, точнее, речь шла о необходимости заключения нового договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией до конца текущего года. Об этом было объявлено официально. В дальнейшем действительно происходила в нашем обществе определенная дискуссия по тем идеям, которые с нашей точки зрения могли бы лечь в основу нового договора. Эта дискуссия проводилась под руководством Министерства иностранных дел. Мы провели круглый стол, на который приглашены были представители всех политических сил Абхазии, к сожалению, не пришли, в том числе представители партии Амцахара, почему-то не только. Мы ждали всех, мы хотели получить на этом круглом столе наше мнение о том, нужен ли такой договор, какие идеи могли бы в этот договор быть включены, каковы контуры возможной российско-абхазской интеграции. Вот на том круглом столе были разные оценки, была выражена озабоченность, в частности, Арда Шалвовна Налупа высказала озабоченность, и в других докладах она прозвучала. Вот здесь цитировался доклад Крылова. Но почему? Можно процитировать и другие доклады, где были положения, связанные с тем, что никакое соглашение, которое подписывается и принимается Республикой Абхазия, не может ущемлять интересы Абхазии как суверенного независимого государства. Об этом было четко сказано во многих докладах. Поэтому дискуссия была на эту тему. И вот мы 13 октября получили проект этого договора. Согласно закону о международных договорах, мы осуществили официальную рассылку этого проекта в соответствующее министерство и ведомство Республики Абхазия с просьбой представить установленные сроки заключения свои по тем или иным аспектам этого договора. Мы ожидаем получить эти заключения. Я уверен, что в каждом из этих министерств нашего правительства работают люди профессиональные, которые смогут, мне кажется, сделать заключения, которые соответствовали бы национальным интересам Абхазии. То есть сейчас что происходит? Сейчас идет процесс рассмотрения этого проекта. В парламент на самом деле не все проекты соглашений поступали до того, как они были рассмотрены в правительстве. Это сделано было специально для того, чтобы парламент до того, как документ этот официально поступит от президента на ратификацию парламент, он еще не поступил на ратификацию. Он должен пройти процедуру согласования в соответствующие министерства и ведомства. Затем он должен получить заключение МИДа Абхазии. Затем мы отправляем это в Кабинет министров. Кабинет министров дает свое заключение. Мы весь этот пакет документов отправляем президенту, который должен представить
этот проект на ратификацию парламента. Вот так процедура, она существует и изложена в законе. В случае подписания, безусловно, в случае подписания, в законе о международных договорах. Сегодня речь идет о том, что широкая общественность, парламент, эксперты, все представители всех политических сил, органы государственной власти участвуют в процессе совместной работе с российской стороной по совершенствованию текста договора о союзничестве и интеграции. Президент в парламенте отметил, что ряд положений этого договора не соответствует видению руководства Абхазии. Депутаты парламента высказали свою точку зрения и продолжают высказывать. Каждый человек, каждый гражданин Абхазии может представить свои предложения. Я уверен, что они будут учтены. То есть никто не говорит о том, что этот проект обязательно кто-то должен подписать и принять. Так вопрос вообще не стоит. Мы удивляемся, почему мы получили проект от России, написанный российской стороной. 99,9 проектов соглашений двусторонних, которые были заключены между Абхазией и Россией, поступали в редакции российской стороны. Российская сторона готовила все эти проекты соглашений. И вот Батал Самсонович упомянул договор 2008 года о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Никакого обсуждения, Батал Самсонович, не было тогда широкого. Он был 26 августа. Широкого, в смысле, на митингах не было. И не было. Я вам скажу. Оно все процедуры прошло. Это соглашение тоже будет проходить все процедуры. Подождите, дайте я доскажу. Дайте я доскажу. 26 августа была признана Российской Федерацией Республика Абхазия. Это договор, в котором зафиксирован факт признания и говорится о сотрудничестве в разных областях, был подписан 17 сентября, через 20 дней. Какие 5 месяцев, какие 4 месяца? А 24 сентября он был ратифицирован Народным собранием Абхазии. То есть я почему об этом? Я не хочу сказать, что вот тогда было плохо, а сегодня хорошо. Я хочу сказать о том, что сегодня есть возможность высказать аргументированное мнение по представленному предложению российской стороны. Если это предложение нас не устраивает, мы это аргументированно демонстрируем, никто никого не заставляет его принимать. То есть не должно быть, все правильно. Я и сказал, что очень полезно, что мы сегодня здесь находимся по этому вопросу. Вот, к сожалению, к сожалению, я бы сказал, что та дискуссия, которая здесь у нас развивается, она отражается и может создать неверный психологический климат в российско-абхазских отношениях. Это очень, есть такая опасность. Вот вы сказали, что вам звонили, спрашивали, что вы против нас и так далее. Вот такие вопросы могут действительно возникать. То есть мне кажется, что с нашей стороны мы должны продемонстрировать максимальный профессионализм, научный подход, конструктивный подход, аргументированный подход, для того, чтобы действительно показать, что мы не против того, что нам Россия предлагает, а что у нас есть свои интересы, что они обоснованы, и что мы предлагаем нечто другое, если у нас есть то, что мы можем предложить. Сегодня мы находимся в такой, согласно вот этой бумаге, я вижу, как народ взбунтовался, и все, спрашивают у друг друга, что это такое, откуда это пришло. Вот каждый здесь по чуть-чуть, каждый открыл окошечко, откуда это пришло. Но никто не хочет об этом в открытую сказать, потому что, кого-то может обидеть, может Россия неправильно воспринять, понимаете? Допустим, от того, что Слай Гвардания скажет, что Россия хочет аннексировать нас, от этого отношения России к Абхазии абсолютно ничего не изменится. Просто спросят, может быть. Он там на круглом столе один седой выступал, он что, против России, что ли? Кто он такой вообще? И если и то спросит, это под вопросом. Кто дал согласие на такое согласие? Тогда показали на 2 листах. Тогда это ходило здесь на ксероксе снятый, документ, все это читали, да, это ерунда, как это можно? Понимаете? Кандидатов в президенты, который поддержал Аам Цахара, тоже принесли эту бумагу, которая была у сегодняшнего президента. У меня мысли всегда были так.
человек, который разделил народ, он не способен объединить. Вот момент, настал момент истины, когда наш президент имеет возможность объединить народ вокруг вот этого дела. Амцахара, я здесь не с Лайк в Иордании выступаю, понимаете? А я выступаю, меня попросили мои военные друзья, фронтовые друзья. В 92 году все мои воевавшие, ты и все, подписали приговор себе, что мы должны выиграть войну или погибнуть. Но остались в живых. Да. У меня точно так же, понимаете, у меня есть родственник, его сын, которого я нянчил, дядь Славик, да перестаньте вы все время говорить, воевал, говорит. А его отец с 3-го этажа не спустился за год и 2 месяца, вообще на люди не показался. И этот пацан, которого, сегодняшняя власть сказала, власть отдается молодым. А молодыми мы все были. Что этот молодой будет делать без тех, которые тебя не будет, другого не будет, меня не будет, 3-го, 4-го? Я прислушиваюсь к автору Конституции Абхазии, прислушиваюсь и, каждое его слово я впитываю в себя, потому что это человек, имеющий опыт. Мы, будучи депутатами, приняли закон, что любые будущие поколения, кто бы ни пришли в парламент, 1-ю, 2-ю статью никто не имеет права трогать. Это навеки вечно закреплено за абхазским народом. А что нам показывает это? Вы меня никак не сможете убедить, уважаемый руководитель аппарата президента. Вы, вот здесь, наверное, не совсем глупые люди сидят. Если я выгляжу как глупый, черт с ним, пускай я в ваших глазах буду глупым. Вы говорили о договоре 2008 года, ни слова, ни один пункт вы не отметили сегодняшний обсуждаемым договором. Понимаете? Я этот договор наизусть знаю 2008 года. Я был участником, последующих соглашений, которые межведомственные соглашения подписывались, понимаете, в военной сфере без моего участия ни один договор не прошел. Но вы знаете, хороший он, плохой. Сегодня существуют эти межведомственные договора. Я никому не навязываю свое, это мое мнение, это не Амцахары мнение, то, что сейчас я скажу. Свыше 80 межведомственных соглашений подписано, есть договор, понимаете, и выполняется только где? А ну-ка, где выполняется? В службе безопасности, частично где-то в МВД, понимаете, и Минобороны. Все, я не главный патриот, вы все патриоты здесь сидите. И вы прекрасно понимаете, что этот договор надо красиво, просто красиво вернуть. 2008 года соглашение должно доработать свое. Другого там ничего менять тоже не надо, ничего дополнять не надо. Там его надо выполнять, то, что там написано. Понимаете? Если здесь кто-то должен пострадать сам автор этого документа. Если вот такое вида соглашения завтра, послезавтра будет подписан, я хочу посмотреть на тех людей, которые подпишут это соглашение, как они будут подниматься на могилу первого президента. Я хочу посмотреть, как они будут возлагать цветы к мемориальному комплексу. Тогда надо подогнать трактор и снести все к чертовой матери и вычеркнуть с народной памяти то, что мы пережили. Эти, к сожалению, вот этот текст договора, ужасные настроения, вот это произошло за год, честно говоря, в прошлом году невозможно было, а в этом году уже люди, которые все прошли вместе с нами все эти 20 лет, вдруг говорят, что мы не состоялись как государство. И приходилось вспоминать, что как мы, в каких условиях, что 20 лет это вообще не срок для государства, что мы какую блокаду пережили, какую войну, вообще
передел, так сказать, общественной экономической формации и так далее, что у нас как раз государственные институты состоялись, происходила передача власти. Сравните с Азербайджаном, где от отца к сыну переходит, где правозащитники сидят в тюрьмах, сравните с Грузией, которая практически всю инфраструктуру уже продала. Я говорю, что они больше состоялись? Или Молдавия больше? Это ужасные настроения. Вот на таких настроениях может быть подписан такой договор. И второе, что хотела сказать. Знаете, вот можно, конечно, очень спекулировать, антироссийские настроения или еще что-то. Россия опираться может на то, что сопротивляется. Абхазия в спину никогда никакой удар не даст. Открыто говорить о том, что ее беспокоит, о своих интересах. И надо это ценить, что Абхазия открыто, настолько честно, не кулуарно, не на кухнях мы это обсуждаем, открыто обсуждаем и даем посыл. Я уверена, что в России это поймут. Что на Кавказе очень важно, чтобы был какой-то искренний союзник, на которого можно опереться, и который открыто скажет, что если что-то его беспокоит. Мы действительно с 1810 года никогда не изменяли ей. Это может быть не только на Кавказе, но и на всем постсоветском пространстве единственная республика, которая всегда последовательно с российской стороной поддерживала даже в дни блокады. Мы никогда не говорили, что российский народ нам враждебен. И эти настроения на самом деле никогда не были в Абхазии. И слава Богу, мне кажется, вот этот договор, который, значит, вот сразу пошел, да, ну я не знаю, говорят, что кто-то когда-то знал все, но до того, как вот сегодня, да, обсуждение, все равно этот договор уже был пущен в парламент, уже говорили и по телевидению, уже говорили где-то в сетях и так далее. Мне кажется, что и с российской стороны есть люди, которым не нравится этот договор. И эти настроения прозвучали на круглом столе, который был организован Министерством иностранных дел, где присутствовали политологи с российской стороны. И также точно после выступления наших политиков, как Нателлы Нурьевны, Арды, Ираклия Хинба, они были согласны с позицией абхазской стороны. То есть эти вещи, конечно же, не надо отрицать, и поэтому в конструктивном, как сейчас здесь говорят, можно конструктивно, очень открыто, честно этот договор заново переписать. Аризара ялатшеви угяхошека аго ари излаголат фидапшатса хагякшатам хара хараурас ишепа хазаграглазо хаграгларс халарыгарга яшадзам ахагу хаштарги хамамза абриубаса амтакай Ишейшхаз, журналист Ишейхаз, государство не состоялось. Уезжашек селоханткара кабашек кулахо. Уезжашек сочтахо зарагура пынзе гаропа турхаза. И Мариома, Бахаро, Баджи, Анс, Арс, Егопаха. Ажла рыгоп, юнуцакоп, я протестокоп, хазлак вацкис хзехемзей. Ариаев шахатрача, сасахепшоча, псоке хасала и хемзгысшо. Там барала ю. Шартақыз квабриовши шукновы яцев юрвача. Усегирбей. Сара Министерство иностранных дел ирдруа дегуй шпитаха. Сара гурасыз гом. Урыстула Дудза, дипломат Дудза Кузмо, а политик Чезмо, а бас жларыка рзухан, насге хажла ирхасхел, яцоп зегеныкас, а бас на панцара кала я ашрах зеген нишхи ширдзха, и хатрч вот хасзез хуцо. А хаика зарак хабгуб. Я и провокацию шеги сбианого. Хара хваумума ирлас нахт шукни згырцо ойге Путин адуней згирто хойо харги дахтохо аха ойге расписание казо дешевал ара изет шваз рейл гижра погана политика добрыге
Хара хрыц, хароп, хамилата, маджра, насге, политика, культура, хала, адзара, хмачева, зуга. Ахаззигиртох, ябзиоп, изиштоп. Сейчас гуяна года бас, абарти хинзи и лагижва. И уход свояла ганза, абри хари шахта хола, яцер пикахцап, из хоцов гупику офисбот, ярасурковге, уи гупиге. Багиса че хара уиза хамихроб, иза чвазу, иза иртахой. Дара иртахой, че ورو خشزاك وشروتر أخوجيب شو يشتخنوا يشمخوا لك يرتوت أكاش وجيتسلو ناس يريد أخي زايغو دولو خمارو زيغرلا ريز قزام زرو بتشغلرا هاجلري سناجيرمن هذا جور شباتهم ياتخو ورستولا ديكتن خد حمد زميشا حوزر ياتخو بخا ناس دريس برغوب حنتكار دود زوبها حرباس حل رقشا شرويش زم يبقون ريشا هو أتصق هو حبشر أدياس بريو أجدارن دغزم يحاب مشنش أفاخ شريقو يجر تخزمي زيد شعزوي أحوا كرجا أقامشك ناخد زخودي خبي دساس زي فخنز شوي سقولان رشورت شوف كتشك حاجة خاج حنخبش بي سفر بي خان بي اشباغلي واش حدلرا خطبقي هم يزيد يقرنر شو بيشريوز يخريوز سيري автономия وبس خنجو بس حقي بسشر كوك حقي يا شو بزويتير حقيتي ويبج برزوهن يا يوتيوب ها خيزر حزه تاك قرصا فرخيه برخاغو هاجلر برخاغو حبيبشي برخاغو أكشرحنا باتsa يرياشوما إذا سقط حردي تخو بيبكش عطرة قصرة أخا راح شنا دردو ناسي بشي قوصر زد شوقي شاس خود الدنيا شيء خيق وجبوت خلقوا لا يلاقيجرا عالم السرد حشر الزر هو الدنيا شيء انتفخيت يلقى خير تقول زاشك ورقي وكر خويالا قرقي это внутреннее дело там абаса говорит зауэ а жахаз кылсцо сырый лыскау да что тагула заашге нас эра усгеша хозер ясакок анчакок они ду хара вара сараха гулцна хахши хочкой хаму айзеркона а партия гугулшгугулс хабсура хабхинергона басык хамцар ератшына апишкласраква хава политика جحرك خاب هو هريحت خوزيجي عن شيء ويتوما سي لسكاو تقول زاشا واجي ناس كرمل حمد صخرار وديخي خبران زي رزرشيني قرصوزر سزدروا ما جيسه يا مزاكوا بنسيجي حول فوق جزج حوزرجه حماقة حنا أبسوا يخيم بزيت ممزارة أبريتسكي صحيايرو جبا حامقو هاز خلصنا أبريجح حن الله هرقوا سيشاس فبا خان جحزيش تخزون دشاقالا جيس فبا بستازة رامزارك حبسة زام خوشكو جي بيبش روزو أبريو بستا جمزار أبسوا يرمو جبقى بزيزك أكرزج حازك ريبي هاتش حرا حمزم حرا ناس حرا بس حقوب زي يشقوب سحومخا حرا حيزيزرزوم سريش حو يشوب ورا عمي يوحو يشدزم يرد يشم زرجي رتصحو بشي بيانا قول أخد سرت أخوب ورا بريسرا سياشمو وخطبت زبنت زبرو تسرحو يتابسوا هما وبريابسوا برياجو يبقى دود زي يقرتز هانا قويشتي كرتوي أخينا خاشت واحد شبشقة خود حاسة خود وجبرات سختوب لسخبزيز ورد ثرس بياخد ايش جسم ورا
Мало ли кто что говорит, не состоялось государство. А это говорят журналисты низкопробные, которым кто-то заплатил деньги, он все, что хочет, скажет. Вот. Уякому зло. Варауха. Варауха. Шербежебред шажуачкун, шерешома. Деракр усе цизу кохшоп аджи хучека бунам зерекошибжобаха, уракр сделал креймейквей. Уякзему зло. Зихабуз зебулаков хапсат ело. Сарабриев шпиаза бржара нзори хитсер яцот уресфилс хаштахмага сарасхият якусти да брехимзгыш избанзар урахамам коцухамам ашва авойти азишда хайлатана я алаба брешурна пацир амвозе яхабу жабри убшигазер я алло амчим харахе ками убрешона пацир рад психоам гоqalozerki Яцавира тахонзе шизегизеги шхайлатана шлалагана ярчена вариант лакатана хахна писалю забрёха но если там дипломатия политика чего бами особое мнение хомогиячу мобрилаться яцер мирам уазер збензер хахна чера козиктехош аботаха вы убыш алар галад агис их зегозода шукша. Утро вечера мудренее, если сможете отложить, если сможете по-настоящему этот документ изучить, если вы сможете его сделать кондиционным, хвала и честь вам. Ахасарчик сходора, уребреусиским я шпаргалка вахзаете в этура, урашерги джеры шпаргалка кудиштерваю брехвара. Какой-нибудь документ со стороны абхазского правительства поступило в учреждение президента России или в кабинет министров России. Хоть один документ. А почему не каждый раз они нам должны шпаргалки писать, я не понимаю. Что это такое? Избензер, хинткаропа нахва, хинткара зероп, хочик ючаур бабароп, я квасошен, пешеко йопа, хабетша, рабетша, ахти яхим згезехон, каркасакоза анхара, хочик хассахайдагумзер, уяхбала хадшароп. Я представляю ветеранскую организацию «Абаш». Я хочу сказать, что наша организация еще вчера выпустила заявление в интернете. Мы, в общем, не согласны со многими позициями в этом, как и вы, соглашении. И свои пожелания, свои видения мы хотим отдельным документом, с позволения законодательной власти предложить им. Вообще, знаете, почему мне очень радует это состояние нашего общества, потому что такого раньше не практиковалось. Знаете, чтобы мы там пожелания свои писали, нам там слушали нас там. Такого не было раньше. Я хочу один маленький фрагмент из истории показать. Я принес немножко подготовленный, пришел. Когда начался этот разговор, появились вопросы по поводу этого соглашения. Я вспомнил соглашение, которое было подписано 17 февраля 2010 года. Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия. Значит, в это соглашение, сейчас не буду статьи читать, просто на слово. Я его зачитался, да, можно я так со слов, поверьте мне. Значит, там есть, не буду, конечно, если обо всем говорить, это очень долго, я скажу одну статью. В это соглашение вошли множество территорий, то есть они говорят о множестве территорий, где располагается эта военная база. И там есть статьи, в которых буквально сказано, что российская сторона имеет право на этих территориях снести любые строения и построить новые. А абхазская сторона обязуется оформить российской стороне всю эту новую недвижимость в собственность. Когда это соглашение мы увидели, то есть, хотя бы этот фрагмент, там, не говорю о других статьях, мы возмутились. Значит, мы написали заявление. Заявление было написано вместе с ветеранской организацией АРВА, и оно гласит буквально о следующем. То есть между правительством РФ представлен проект соглашения между Российской Федерацией и Абхазией о передаче в собственность Российской Федерации объектов на территории Республики Абхазия и порядке их использования. Мы, участники Отечественной войны,
Выступаем категорически против безвозмездной передачи в собственность кому бы то ни было национального достояния страны. Подписание межгосударственных соглашений, идущих вразрез с интересами народа Абхазии, считаем недопустимым. Обращаемся к вам, к народным избранникам с требованием воспрепятствовать подписанию правительством Республики Абхазия подобного рода соглашениям. Значит, это письмо поступило в парламент 26 октября 2010 года за номером 683-З. Значит, под письмом стоит две подписи. Одна подпись ветеранской организации Абаш, где мы обсуждали на советах, и Арва. Наверное, возникает вопрос, где была ветеранская организация Амцахара. Лично я присутствовал, обращался в ветеранскую организацию Амцахара, в офис, где находился Гарик Кецба, если не ошибаюсь, исполнительный секретарь или должность, как не знаю. Значит, мы обратились к нему, сказали, что нами проинициирован вот такой вот текст обращения к народу, значит, к нашим парламентариям. Мы возмущены подобного рода текстом, предлагаемым с российской стороны. Он сказал, я не имею права выносить решение, я должен поговорить с председателями партии. Мы сказали хорошо и удалились. Через буквально 4 дня мы пришли обратно и сказали, уважаемый Гарик, ну как, вы будете подписывать это соглашение? Он нам сказал, мы это соглашение подписывать не будем. По какой причине вы отказываетесь подписывать соглашение? Обращение. По какой причине вы отказываетесь подписывать такое обращение? Нам буквально было сказано, мы выбрали власть, она приняла такое решение, и мы ей доверяем. Если есть документ, и мы начали переговоры согласования, поверьте мне, что вам не дадут права запятую изменить. Вы можете, поверьте, я участвовал в переговорах, я не знаю, что ли. Я вот хочу по поводу тебя, Зураб, сказать, потому что вот у тебя там, я вижу твои намеки, да. Во-первых, не Гарик Саванба выбирает президента или власть, а народ выбирает. Это, если ты можешь ему встретиться, в следующий раз встретишься с ним, передай мои слова, что я так сказал, хорошо? Ну, ты сам сказал, или Кецба, разницы нету, никакой разницы нет. Во-вторых, послушай, дай договорю. Во-вторых, если мы соглашение подписываем, общее рамочное соглашение, которое предусматривает о нахождении российских войск на территории Абхазии, я хотел тебя спросить, где они должны жить? Что у них нет семей, у них нет никого, а сегодня мы получаем договор, где вообще совместную армию хотим сделать. Ты почему о чем мне об этом не говоришь? Ну вот и все. Ну как это не сравниваю? А что, о чем вы говорите? Ну, о чем вы говорите? Мы когда говорим о том, что нас такой договор не устраивает, естественно, я согласен, что не устраивает, всю процедуру обо всем уже сказали. Мы говорим, что мы сами вообще напишем. И вот соцсети здесь не отрицают. Соцсети это всегда срез социального настроения. И там сразу звучит, ишь ты, мы им даем деньги, они еще там, типа, вот, то есть мы начинаем диктовать, что нам вообще, как нам нужно эти деньги. Вот здесь Епифанцева тут зачитывали, он не одинок в этом смысле. Рано или поздно, вот то, что нам так сыпалось щедрой рукой, которая нам считалось, что вот эти кредиты все, которые можно так вот брать и вообще распоряжаться, как хотим, отвечаем, вот мы, народ, сегодня. У нас было, я ничуть не умаляю победы, да, но 30 сентября наш труд не закончился. То есть у нас остаются проблемы колоссальные, причем они ничуть не меньше, вот, которые надо решать в процессе. У нас это время там было с тяжелого, такого блокадного, и потом, вот, когда появились какие-то деньги, то есть помощь, как мы этой помощью распорядились. Это очень важно. То, что у нас сильно расслоилось общество, это не мне вам говорить, вы все прекрасно знаете. А это время надо было потратить на то, чтобы потом, когда вот нам что-то предлагалось, мы бы в ответ, действительно, мы говорим о суверенитете, чтобы это было наполнено смыслом. Чтобы мы действительно имели возможность, право, вот мы сейчас говорим, мы сами. Вот чтобы мы сами, мы правда могли быть сами. А у нас пока, к сожалению, этого нет. Вот это вот проблема. Мы прекрасно же понимаем, мы взрослые, что такое власть? Власть это деньги. Деньги и армия. Вот у нас есть вот деньги и армия. Деньги мы смотрим сейчас. А готово наше общество? Вот сейчас мы же понимаем, что ответные санкции будут.
так или иначе, да, на уровне даже бытовом. Антиабхазская волна, очень легко это, вот там пойдут несколько статей, и все, эта волна пойдет, даже на бытовом. У нас дети учатся, там начнется. Вот. Плюс, то есть вот насколько мы вообще вот прогибаться можем, не можем. И насколько мы готовы сейчас пояса затянуть. Допустим, сказать, нам денег не дадут. Ну, вы лично потерпите, тот потерпит. А вот народ как будет реагировать? Я скажу, что в этом тоже не вина народа. В этом тоже должны чувствовать наши политики, когда они внутриполитическую борьбу ведут, чтобы они не перечеркивали все, что было, ради достижения своих внутриполитических целей. Понимаете, ненависть к тому или иному определенному товарищу не должно быть, заносить нас глубоко, слишком глубоко, когда наш народ начинает разочаровываться. И вопрос про личность. Я все-таки позволю, уважаемый, как его возразить. Понимаете, если нашим стратегическим отношениям между Российской Федерацией и Абхазией мешают определенные личности, независимо это в Абхазии, в России, мы должны говорить об этом открыто. Если надо будет, мы установим, что это то или иное лицо является главным мешающим фактором наших отношений, мы не тоже должны их объявлять персоной нон-грата в Республике Абхазия. Если это на самом деле такие существуют, и скрывать это не надо, потому что отношения Абхазии и России государству намного важнее, чем определенные отдельно взятые личности. Со стороны Андрея Михайловича мы все-таки разделили семена от плевел, пришли к тому, что этот договор в том виде, в котором он прописан, не соответствует нашим интересам, что нам нужна своя группа людей, своя редакция, и мы должны для этого такую рабочую группу создать и приступить к своему видению, что мы никогда не делали, ничего не предлагаем, несмотря на то, что это нам необходимо. Говорить о том, что нам ничего не нужно вовсе, я такую позицию, извините, не принимаю. Если вы согласны с таким резюме, ну вот буквально вот коротко, или какие вы видите дополнительные нюансы? Ну, я бы, во-первых, не упрощал вот так, что вот этот документ неизвестно откуда пришел, неизвестно кто его делал. Вот. Мое мнение, что этот документ согласован. Такого рода документы так просто, даже дурак, но если он психически полноценный, так просто сюда не придет. Не придет. Второе, что я хотел. Я вот элементы этого соглашения я видел. Такие вещи без руководства не делаются. Еще раз повторю, что упрощать его нельзя. Это первое. Второе, что он не так просто. Вот. Третье, что вот этим людям, о которых Славик говорил, я лично говорил, что вот этот документ породит антирусские настроения в Абхазии. Не торопитесь, не делайте этого. Не делайте этого. Вот мы боимся антиабхазских настроений, но их тоже волнует антиабхазские, антирусские настроения. Вот. И последнее, вот то, что я хочу сказать, обсуждение нормально прошло. Вот. Я согласен вот с Виталием, что надо подумать. Мое мнение, согласятся, не согласятся, вот выделить горящие проблемы. То, что связано, вот то, что вы говорите, с геополитической, с геополитической ситуацией, я здесь согласен. Вот. Может быть, подготовить договор о вот объединенной военной группе. Может быть, это подготовить. То, что мы не А это можно как-то вот сказать, что мы еще доработаем, переработаем. Я же тоже понимаю. Один президент сказал, мы подпишем. Другой президент сказал, я сейчас никого не хочу обвинять, вот вы пытаетесь, там, я ничего не хочу говорить, никого не обвинять. Нет, мы его не подписывали, но заявили, что мы его подпишем к концу года. Вот. Поэтому я сейчас это не хочу говорить. Вычленить то, что можно, вот, оправдать сказанное руководителями. Вот. А вот эти внутренние вопросы, то, что связано с абхазскими делами, с преподаванием, с историей. Вы же знаете, что с историей в России не могут определиться. Там я где-то читал 1000 с лишним учебников истории России. Да, Путин, да. Но есть 1000 с лишним учебников. И сейчас мы будем эту историю Абхазии вот с ними согласовывать или еще что-то. И география. Кстати, вот я не знаю, вот демаркация, делимитация были границы?
Нет еще. Вот мы говорим о границе и так далее, уходить, приходить, а у нас нету демаркации, делимитации. Я знаю, спорный участок, Аибка и так далее. Это еще в мое время, когда говорили, я сказал, а вы знаете Аибка, что такое в переводе на русский? Я говорю, это абхазское слово. А мне замминистра или кто-то сказал, а вы что, имеете территориальные претензии к России? Я тогда осторожно себя вел. Я говорю, я, знаете, трезво мысли на земле стою, но в принципе это наша земля. Они хотели демаркацию делать. Вот. Нам надо, здесь вот срочные вопросы надо решать, демаркацию нам надо делать. Обязательно. Если мы тем более уводим оттуда, вот, демаркацию надо сделать. И очень серьезно надо подумать все-таки о двойном гражданстве. Ну да, там очень серьезно надо подумать о двойном гражданстве, потому что, когда мне говорили это, я говорю, давайте вы заключите с Китаем, а потом мы с вами будем заключать. Если мы хотим, чтобы у нас было абхазское государство, если мы боремся за демографическую ситуацию, это не значит, что только мигрельцев надо. Надо думать обо всем. Во всем надо думать, поэтому надо прямо. Мне вот много раз задавали этот вопрос, я уходил, не отвечал. Не хотел ослонять остальные. Но в принципе, надо рано или поздно это сказать. Вот этот вопрос надо снять. Мне кажется, что главная цель нашего круглого стола, вот все же, она состояла и в том, чтобы от нас был некий посыл и власти, и народу. Мне кажется, в обществе очень много людей, которые хотят услышать то, о чем мы сегодня говорили. Здесь самое главное, прозвучало очень много ценных мыслей. Тон, который был задан Анной Михайловичем, мне кажется, особенно ценный для нас, потому что это все-таки специалист по международному праву, правда же? И для нас его профессиональная, конечно, вот оценка, его экспертиза, да, она очень важна была. Но помимо этого, все участники круглого стола, они все были, конечно, очень интересны и высказали такие оценки, такие мысли, которые, может быть, дойдут до адресатов. Эта ситуация, с моей точки зрения, когда никто, особенно это касается власти, в этой тяжелой ситуации не должна защищать честь мундира. Всякое бывает в политической кухне, понимаю. Я уверена, что не вся информация, как все это зарождалось, как это все появилось и все, к чему это идет, дошла до нас. Обычно не доходит, да? Да, вы говорите, что вот проект выложили, все читают, все обсуждают и так далее. А как же? А как же еще должно было быть? Если это вам Мамонову, не рамочный базовый договор, где в основном декларативные моменты прописаны. Это договор, который практически предлагает новый формат взаимоотношений России и Абхазии. Формат, который, с нашей точки зрения, я так понимаю, у вас, да, очень серьезно сужает наш суверенитет. И поэтому, да, прозвучали разные мнения, что есть люди, которые говорят, что надо совершенно исключить из обсуждения этот проект. Есть точка зрения, что проект надо обсуждать, но обязательно вносить изменения. Есть точка мнения, что вообще надо свой абхазский вариант, свой текст разрабатывать. Чиновники, представители власти, которые сегодня, понимаю, только пришли к власти и заботятся о своем имидже и не могут и не заботиться, но споткнуться на этом договоре – это подписать себе приговор. Никто никому этого не простит. Я так думаю. Я прекрасно понимаю, что мы изолироваться не можем и не должны. Меня надо учить и слову, и содержанию интеграции. Само название договора, кстати, о союзничестве, вот это особенно это слово, мне нравится, да, я не против. Мне нравится преамбула, все остальное, очень много. Я так понимаю, что это очень серьезное посягательство на внутренний суверенитет. И поэтому очень ценная мысль, которая сегодня здесь прозвучала. Если все ссылаются на геополитику, что контекст этот изменился, он очень тяжелый, грозит, что якобы третья уже прошла, 4-я мировая война начнется и так далее.
Все это я понимаю, но в этом много общей риторики. Но если в связи вот с изменившимися там условиями очень, скажем так, России непросто и нелегко сегодня, и если мы можем быть полезными России, мы будем полезными, но давайте именно в этой части разрабатывать специальное соглашение, специальный договор и так далее. Именно в плане обороны и безопасности, где мы можем быть полезны, вот как раз-таки для того, чтобы национальные интересы России, геополитические интересы России, в общем-то, имели хоть какую-то поддержку и с нашей стороны тоже. Мы не сжигаем мосты. Я надеюсь, что нас слушают не только абхазская аудитория, нас слушает, а в Ютьюбе очень часто все вот наши материалы, и поэтому, конечно, все слушают. И для российской аудитории тоже, я думаю, что очень ценно будет все это послушать. Мы не сжигаем мосты ни с кем. Более того, мы считаем, что только в развитии наших отношений мы видим свое будущее. Но в то же время мы не хотим никаких барьеров, которые будут мешать нам дальше работать в направлении международного признания Абхазии другими государствами. Мы должны, и власть должна в этом, опираясь на поддержку экспертного сообщества, общественности, народа в целом, сделать сегодня очень трудные, но такие шаги, чтобы из этой ситуации и народ вышел неподставленным,